Впрочем, не только от ковида сегодня нужно защищать детей. В республике произошел резкий скачок смертности детей до года. За эти месяцы зарегистрировано 5 случаев гибели младенцев на дому. При этом все причины не медицинского характера: удушье, асфиксия, синдром внезапной младенческой смерти. По словам врачей, чаще всего несчастье происходит по халатности самих родителей. Елена Кононова о тревожной статистике. Ребеночек укладывается только на спину. И если мы используем одеяло, только тонкое, только до уровня груди, с обязательным подворачиванием под края матраса. Эти золотые правила должен помнить каждый родитель. От этого зависит жизнь дитя. Кроватка должна быть жесткой, без всяких балдахинов и бортиков, и даже мягких игрушек. Словом, ничего из того, из-за чего грудной ребенок во время сна может задохнуться, в постели быть не должно. Ведь малышу достаточно просто уткнуться носиком, и итог может быть самым печальным. При этом малютка должен спать исключительно в своей люльке. Ни в коем случае не в кресле, коляске или в постели с родителями, тем более на диване. За рубежом даже есть такое образное выражение «диван-убийца». Это наиболее опасные вещи, потому что не бывает абсолютно плоских поверхностей. Как правило, ребенок скатывается и случайно закрывает дыхательные пути, и, соответственно, апноэ, и, вероятнее всего, реализуется внезапная смерть. Именно из-за неправильной организации сна ребенка и случается так называемый синдром внезапной смерти. То есть, когда абсолютно здоровый младенец неожиданно умирает. Например, мама накормила малыша и положила спать между собой и мужем. А утром обнаружила, что ребенок не дышит. А случается и так, когда во время кормления мать засыпает и придавливает новорожденного. Этот случай в Коми произошел в этом году. И таких трагедий немало. Папа, покормив ребенка смесью из бутылочки, тут же кладет его в кроватку и выходит за пределы дома по своим делам. Ребенок, находясь в положении на спине, не имея возможности повернуться, а обычное срыгивание детское заканчивается, к сожалению, аспирацией пищевыми массами и также летальным исходом. Не оставлять грудничка в машине одного, даже на 5 минут. Не перегревать. Вакцинировать согласно национальному календарю. Не курить и не пить при малыше. Ни в коем случае не давать взрослую еду. В прошлом году, например, 7-месячный ребенок задохнулся от сосиски. И если у вас в доме есть новорожденный, запомните эти простые, но такие важные правила. И тогда вы убережете жизнь маленького и дорогого человечка. Елена Кононова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.